Буквально несколько дней назад на этом месте машина сбила молодого парня, который скончался от полученных травм. Следы этой ужасной трагедии до сих пор видны на дороге. Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Статистика автоаварий с пешеходами в последние месяцы приняла отрицательную динамику. И, увы, есть случаи летального исхода. За 8 месяцев 2021 года они свидетельствуют, что у нас произошло 23 происшествия с наездом на пешеходов, 7 из которых закончились летальным исходом, 16 получили граждан повреждений различного характера. Это свидетельствует о том, что у нас, конечно, увеличилось на летний курортный период количество населения нашего, у нас большой приток туристов, увеличилось количество транспорта, но культура вождения, отношение к правилам дорожного движения оставляет желать лучшего. Чаще всего это прямое пренебрежение правилам дорожного движения, как и водителями, так и пешеходами. И те, и другие являются участниками дорожного движения. И это приводит на сегодняшний день к происшествиям. Имело место у нас в Гулерибском районе, где участок был не освещен, и пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. И дальше следствие разбираются, все факты происшествия будут уточняться, но всем пешеходам и водителям надо быть бдительными, друг друга уступать и уважать на дорогах. Самыми уязвимыми участниками дорожного движения являются пешеходы, но и они могут стать причиной серьезного ДТП. Прежде всего, такие ситуации случаются, когда пешеходы переходят дорогу, не глядя по сторонам, в неположенном месте, находятся на проезжей части без цели ее перехода. Как говорят водители, особую опасность пешеходы представляют ночью, когда их трудно вовремя заметить, в особенности в малоосвещенных местах, где видимость ограничивается только светом фар автомобиля. Да, бывают случаи, что мало кто соблюдает правила пешехода. Бывает, что в неположенных местах переходят дорогу. Как-то приходится среагировать, чтобы не ударить, чтобы не было ЧП. В основном ЧП у нас происходит ночью. На зебрах мало где есть освещение. Когда едешь по трассе ночью и встречная машина едет, она ослепляет тебя. И не каждый может заметить, что человек переходит на зебре дорогу, потому что нет освещения. В первую очередь в этом проблема, я думаю, так. И людям тоже как-то надо в положенных местах переходить дорогу. По правилам дорожного движения переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый безопасный переход подземный или надземно регулируемый. При их отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Однако, как показывает практика, пешеходы не чувствуют себя в безопасности, даже когда переходят дорогу по правилам. Я вот сейчас шла, слава богу, один остановился. А туда, когда переходила, нет, стоишь и ждешь, думаешь уже, куда идти, как. Хотя знаки везде есть, слава богу, но это никто не соблюдает. Сначала, сказать, что это должно государство или что-то, нет. Это каждый водитель, ты должен думать о том, что и твой ребенок тоже может перейти дорогу. Не знаю, это каждый от нас это все зависит. Если мы сами от себя не начнем это делать, то ждать чего-то кто-то и виноват, а может мы и сами. Как отмечают сами пешеходы, они практически ежедневно сталкиваются с нарушением правил дорожного движения со стороны водителей даже на контролируемых пешеходных переходах. Хамида Гварами стала жертвой наезда автомобиля на тротуаре, но благо обошлось без серьезных травм. У меня ребенок маленький, когда мы идем со школы в школу и тому подобное, то у нас на дорогах, если честно, беспредел. Никто не пропустит, никто не уступит, даже смотря на то, что я иду с ребенком маленьким. Бывали даже случаи, что один раз зацепила машина. Это не пешеходный был переход, я просто шла по тротуару в новом районе. Он просто задел, на тротуар заехал, задел, обогнать пытался. Если честно, есть и безнаказанность. Ладно, я взрослый человек, а если ребенок, кто отвечать будет? Нередко ДТП случаются из-за неверных инфраструктурных решений. Проще говоря, из-за состояния дорог, обочин, отсутствия тротуаров, пешеходного перехода, освещения проезжей части. Все это в комплексе создает риски для жизни участников дорожного движения. Пешеходные переходы не оснащены соответствующим образом. Они порой из ниоткуда в никуда ведут, потому что нет с одной стороны тротуара и в другой стороне, куда пешеход переходит. Получается, что пешеход
находится повсеместно на проезжей части. Проезжая часть является опасной зоной. У нас тротуары отсутствуют не только в нашей столице, к сожалению, они отсутствуют практически в остальных городах и районах. Нам необходимо будет эту работу проводить дорожным службам в первую очередь. И когда улицы еще и не освещены, это получается очень опасно, агрессивной средой. И нам необходимо будет эту всю работу проводить совместно с дорожными службами. Конечно, в одночасье все это не исправить, все тротуары не сделать, но мы должны идти к этому. Еще одна серьезная проблема – отсутствие парковочных мест, что также вызывает массу неудобств участникам дорожного движения. Этот вопрос требует комплексного решения. Мы замечаем, что в год становится до 7-8 тысяч транспортных единиц вновь. Это возрастание транспортных средств на наших улицах, городах и районах. Мы замечаем, как наши торговые объекты растут, офисные центры растут, но, к сожалению, все выше мной упомянутые объекты не предусматривают в момент проектирования своих торговых объектов каких-либо парковочных мест. К сожалению, заметна такая тенденция, где порой минимизации пешеходных тротуаров и их заборов в пользу торгового объекта строятся они, что является очень опасным, неправильным и создающим потом впоследствии большие проблемы для как участников дорожного движения водителей и участников дорожного движения пешеходов. Затрудняется сам трафик, потому что большое скопление транспорта, отсутствуют парковочные места. Транспорт увеличивается, а парковочные места уменьшаются. Ежедневно сотрудниками ГАИ ведется профилактическая работа. На учете у госавтоинспекции 54 тысячи автотранспортных средств. За 8 месяцев текущего года к административной ответственности привлечены 53 тысячи нарушителей. И водителям, и пешеходам стоит помнить, что на дорогах нужно проявлять максимальную бдительность. От дисциплины каждого участника дорожного движения зависит его безопасность и безопасность окружающих. Алика Трапш, Тимур Лугохия, Рама Камки, Абхазское телевидение.